Всем привет! Вы на канале Illumination. Сегодня я расскажу вам, как играть в обманщика. Обманщик, также известный как «Я сомневаюсь в этом» или ГВ, ГБ. Это простая карточная игра для детей, в которую вы легко сможете сыграть. Для игры нужна обычная колода из 52 карт, без джокеров от двоек до тузов. Я, кстати, одну карту убрал, потому что... чтобы нам всем раздать по 17 карт, то что да. Так, большинство карт это туз, двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка, семерка, девятка, десятка, валет, дама, король. То есть туз это самая младшая карта, а король это наоборот самая старшая. Количество игроков это 3 или больше. Цель игры избавиться от всех своих карт. Раздача. Итак, сначала один из игроков делает вот такой вот трюк. То есть перемещает колоду, создает вот такую длинную линию из карт. Каждый игрок забирает одну карту, любую. Владелец наименьшей карты, в этом случае осьминог, становится сдатчиком. Это, короче, используется вот такой жребий, как, короче, говорю, там, президент, сумасшедшая восьмерка и так далее. Каждый игрок получает все карты из колоды одной карты за раз. До сюда. Потом раздача заканчивается и начинается ход игры. Иногда у некоторых игроков будет больше карт, чем у других. Это нормально, вы можете так играть. Можно убрать некоторые карты, чтобы у всех было одинаковое количество карт. Итак, ход игры. Игрок слева от сдатчика ходит первым, потом игроки ходят по часовой стрелке. Каждый ход это расположение одной, двух, трех или четырех карт рубашкой вверх на центр, в зависимости от ранга предыдущих карт. Потом владелец карт должен сказать количество и достоинство карт. Например, там положил туза, положили тузов, потом игрок вложит 3 двойки, и поэтому он должен сказать 3 двойки. Так что на этом ход заканчивается, и следующий игрок начинает ходить. И всегда начинается с тузов. Потом идет возрастание карт по старшинству, то есть сначала тузы, потом двойки, потом тройки, и так до короля. После короля заново начинается с тузов. Игроки не обязаны ложить карты строго по такому порядку. Можно на самом деле ложить любые карты на свое усмотрение. Так что да. Так, любой игрок может сказать «я сомневаюсь в этом», если думает, что предыдущий игрок не говорит правду. И в таком случае все карты, которые положил предыдущий игрок, раскрываются. Если владелец этих карт реально говорил ложь, он собирает все карты на центре. А если наоборот, игрок, который сказал, я сомневаюсь в этом, был, короче, он неправ был, в таком случае он забирает все карты из центра, так что да. Потом начинает ходить опять, начиная с игрока, который идет следующим после игрока, который говорил либо правду, либо ложь. Первый игрок, и без своих карт, то есть который положил все карты вот сюда, выигрывает. Если не ошибаюсь, каждый противник твоего игрока проигрывает, хотя я не уверен.
Так что да. Я рассказал вам все про эту игру. Надеюсь, вы поняли, как играть в обманщика. Надеюсь, вам понравилось. И так как мне больше нечего сказать, я на этом завершаю видео. Так что всем пока.